15 мая во второй городской школе имени Джансуха Муратия прошло мероприятие, посвященное дню рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардземба. Вначале прозвучал гимн республики, почтили память первого президента минутой молчания. На памятном вечере присутствовали ученики старших классов и педагоги. Была проведена выставка, посвященная жизни и деятельности Владислава Ардземба. Был воспроизведен интервью Владислава Григорьевича Ардземба грузинскому телевидению, где непосредственно он говорил о нашем Гальском районе и о его взгляде на будущее Гальского района. Я думаю, многие, не только учащиеся нашей школы, но и многие родители уже взрослые и, может быть, к сожалению, педагоги это интервью никогда не слышали или не видели. Я надеюсь, многие после сегодняшнего мероприятия уже найдут в интернете, в просторах интернета это видео имеется, и они более тщательно послушают интервью Владислава Григорьевича, и они уже сделают выводы, посмотрев на все, что происходит здесь, вокруг нас, уже с другого ракурса. Государственному телевидению Грузии, Первому каналу остается только поблагодарить вас за предоставленную возможность побеседовать с вами. Я со своей стороны тоже должен поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить по телевидению. Я считаю, что как раз одна из важнейших задач сегодняшнего интервью – это все же предоставление возможности для выражения абхазской позиции по тем вопросам, которые у нас существуют. Да, расчеты были такие, что понадобится где-то около десятка лет для того, чтобы все это количество вернулось в Абхазию по тем меркам. Посчитайте, сколько лет у нас утекло с 1994 года. Посчитайте каждый месяц, сколько людей. Ведь если бы процесс шел нормально, не было бы тех событий, которые произошли. Цифры наверняка могли бы и возрастать. Да, кто и как будет обеспечивать безопасное проживание в регионе? Ну, вы, во-первых, не совсем верно трактуете смысл этих документов, на которые вы ссылались, потому что там речь идет о необходимости взаимодействия двух сторон в решении этой проблемы. Но мы от взаимодействия в решении проблемы не отказываемся. Наоборот, мы считаем, что без взаимодействия довольно-таки сложно обеспечить безопасность, потому что если опять будет продолжаться террористическая деятельность, совершенно очевидно, что все вернется на круги своя. Сегодня мне выпала честь более близко познакомиться с личностью первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардземба. Это великая честь, и я думаю, что такие мероприятия делают большую работу в развитии молодого поколения в сфере истории. Я могу привести одну маленькую цитату, о которой говорили древние греки. «История нужна человеку, чтобы знать ошибки прошлого и не допускать их в настоящем». И эта цитата вправду является на сегодняшний день актуальной. Спасибо.